В начале заседания парламентарии внесли изменения в закон об НДС. Согласно поправкам, Кабмин будет утверждать перечень медицинских товаров, реализация которых освобождается от налогообложения. Мы передаем эти полномочия Кабинету министров, чтобы они разграничили, что входит в перечень, жизненно необходимых, что не входит, какие технические средства там могут классифицироваться как для профилактики инвалидности или реабилитации, какие нет, очков, потому что у них больше для этого возможностей. Одно из основных касается, отсрочки таможенных платежей. Сегодня она составляет 1-2%, по этому проекту она будет, беспроцентной, предоставляться на 3 месяца будет. Парламент также внес поправки в закон о рекламе. Они касаются дополнительных требований к размещению наружной рекламы, установки и эксплуатации рекламных конструкций. Важным пунктом закона стал запрет рекламы табачной и никотиносодержащей продукции, курительных принадлежностей, а также рекламы торговых марок, производящих эти товары. Главным вопросом заседания стало избрание уполномоченного по правам человека. Первоначально на должность было представлено 3 кандидатуры – Гунды Джения, Диана Керселян и Анна Скишмария. Джения сняла свою кандидатуру еще до заседания. В итоге путем тайного голосования была избрана Анна Скишмария. За нее проголосовали 32 депутата. От себя хочу добавить, что я человек, способный идти на компромиссы во благо развития нашего общества и государства. Единственный компромисс, на который я буду не способна идти, это компромисс со своей совестью и законностью. Большое вам спасибо. Надеюсь оправдать возложенные сегодня ваши ожидания. На заседании был также избран председатель контрольной палаты. Из 2 кандидатур Кахи Пертая и Камы Гогия большее количество голосов набрал Пертая. За него проголосовали 18 депутатов из 34. Благодарю вас за все. Это высокое доверие. За столь высокое доверие мне. Будем работать во взаимодействии со всеми структурами власти, и результаты нами будут достигнуты. У меня нет другого морального права, чтобы это было не так. Путем открытого голосования Роберт Агарба был единогласно утвержден членом Национального банковского совета. Депутаты также внесли изменения в закон о правовом положении иностранных граждан в Республике Абхазия и поправки в закон о туристской деятельности. Теперь гидом в Абхазии может стать совершеннолетний гражданин, имеющий дополнительное профессиональное образование соответствующего профиля, среднее профессиональное или высшее профессиональное в области туризма. Кроме того, парламент внес изменения в закон о судебных исполнителях. Законопроекта он направлен на нормативное регламентирование права использования служебными исполнителями при исполнении исполнительских действий, применения мер принудительного исполнения с помощью специальных устройств фото-видеофиксации в целях восстановления нарушенных прав граждан, организаций. Все это способствует достижению фундаментального общепризнанного принципа законности. В первом чтении был принят законопроект об ответственном обращении с животными. Он предусматривает государственное регулирование и общественный контроль в данной области, защиту животных от жестокого обращения, требования к их содержанию в домашних условиях, запрет на отстрел бродячих животных, запрет на проведение фотосессий с дикими экзотическими животными и многое другое. Огромное количество обращений и жалоб по поводу того, что собаки, в том числе и на набережной, то есть здесь мнения уравновешивают друг друга. На набережной кусают людей, боятся детей отдельно. Я надеюсь и рассчитываю на то, что этот закон поможет нам и в этом процессе тоже. Да? То есть нужно механизм сбалансированный какой-то выработать. Конечно же, мне нравится, что здесь написано все, что касается выгула животных, в том числе и домашнего скота. Здесь есть заключение Минфина о нагрузке на государственный бюджет. Я так понимаю, что и уполномоченный орган не определяется. В этом смысле предлагаю в первом чтении принять, потому что все это нужно внимательно обсудить. В категории «Разное» депутаты рассмотрели внесение изменений в закон об электроэнергетике. Одна из редакций гласит: единый оператор является унитарным предприятием. Имущество единого предприятия является государственной собственностью и не подлежит приватизации. Изменения такие, которые не подлежат приватизации, что проходит большая генерация объекты свыше 5 мегаватт, чтобы они даже аренду, которую в аренду берут, чтобы они проходили через парламент. То есть, как Тимур до этого говорил, что государственное имущество через
больше фильтр проходило. Вы не обсуждали данный комитет при мне, и без меня, и до меня. Достаточно здесь много коллизий составляющих, да, которые повторяются друг друга. Если депутаты, которые так инициативу проявили, хотят проявить себя в законотворчестве, то в самом законе об энергетике есть много коллизий. И он достаточно несовершенен. Давайте туда углубимся и все поправки, которые хотите внести, полезные внесем. Несмотря на разделившиеся мнения, поправки в закон были внесены во втором и окончательном чтении. Эсмагуланзе, Алексей Гухава, Абхазское телевидение.